У меня инвалидность, она приобретенная в детстве. М, Я думаю, я многое смогла добиться, несмотря на то, что у меня приобретенная инвалидность. Были, конечно, в свое время нюансы, где у меня не получалось. Ну, я просто смирилась и освоилась. То, что у меня такая жизнь, то, что я должна стараться сама дальше. Нет, я не одна. Я средняя. Да, я работаю. Кто как. Было время, когда я не работала. Тогда у них были отношения вообще другие. А после того, как я начала работать, у них сразу ко мне изменились отношения. Ну, раньше они думали, что они все делали для меня, что я постоянно нуждаюсь, что я беспомощная, что мне надо постоянно заботиться обо мне. Даже было такое время, что я хотела на курсы отучиться английский и турецкий. А на мне сэкономили. Мне просто сказали: зачем тебе эти курсы? Ты же по-любому за границу не выйдешь. Ты же по-любому не пойдешь работать. У меня была мечта стать матерью. Но так как сказали, что скажут родственники, зачем тебе ребенок, кто за кем будет смотреть, за твоим ребенком кто будет смотреть. То есть они упрекнули тем, что они за мной смотрят, да? И зачем мне ребенок? Они мне просто сказали, что ребенок будет обузой для меня. Вот эта мечта у меня так и осталась мечтой. Нет, я не считаю. С 25 лет я самодостаточная, я сама для себя зарабатываю, сама работаю, стараюсь независимым быть ни от кого. Но при этом они думают, что они до сих пор обо мне заботятся, да. В прошлом году летом я на работу устроилась, достаточно хорошо начала зарабатывать, и мне опять предложили: а почему бы тебе не родить? Все же рожают для себя. А я сказала: зачем? В свое время, когда я была молодая, когда я хотела. Вы что сказали? Что скажут родственники? Зачем тебе ребенок? А я сейчас просто сама уже осознанно не хочу ребенка. Человек, когда в молодости, молодые, они хотят всего добиться, все сделать, да? А вот то, что они со стороны близких и родных, когда они говорят: зачем тебе это, ну, мы же тебе так и так все предоставляем. Человек просто ломается. Уже дальше ничего не хочется этому человеку. Многим. Лично я так думаю. Согласно моим потребностям, ко всем вещам нет, у меня доступа не было. Взять элементарную мою комнату. Она изначально была сделана кладовая. А потом решили, что мне большой комнаты не надо, я же одна, у меня же детей нету, мужа нету, у меня мало вещей, тебе эта комната пойдет. И там такое окно маленькое, чисто для проветривания. Я не могу не посмотреть ни на улицу, какая погода, да. Ну, они посчитали, что для меня этого достаточно. Зачем мне большая комната? Каждый человек судит по своей мере, да, вот. Но если у человека нету там на голове пусто, если человек, если нормальный был бы человек, они бы могли бы поставить меня, себя на мое место, да, как бы они жили бы в этой комнате. Ну, вместо этого они решили: пойдет для нее. Мне некуда было идти. Сейчас, слава богу, мне квартиру купили, я скоро съеду оттуда. У меня будет большие окна, как я мечтала. Шторы, которые я мечтаю, да, занавески. Э, 10 лет, если не больше. Я каждый день говорила. Я не уставала. Я и поругалась. И было такое время, я и на квартиру выходила. Чтобы просто не видеть вот это окно маленькую, я съезжала на квартиры.
И я доказывала каждый раз, что я могу жить одна, что у меня получится. М, Так и пришлось доказывать в течение 10 лет, и им пришлось мне купить однокомнатную квартиру. Я дальше буду доказывать, что я могу добиться много чего, чем они ожидают. Я сейчас вот запишусь на курсы, чуть-чуть потеплеет, я на курсы запишусь и буду дальше учиться. И специально я поеду за границу. Не работать, а чисто отдыхать. Спасибо вам большое.